наверное, понимание каждого человека понимаю. И вас, и вас, и вас. Ну и это же самое качество я все больше всего не люблю. Хочется быть пожестче, хочется быть эгоистичным. Если ты понимаешь всех и понимаешь, вот наша душа, видели, да? Так вот разговариваешь, говоришь кому-то, и еще дверь скрипучая. Это наша душа. Но это тоже не страшно. Что страшно? Страшно то, что я говорю, что понимаешь всех. То есть ты прощаешь, ты понимаешь, ты видишь человека. Ты же это сделал, да? Ну, понимаешь, это страшно. Потому как нет предела прощению. Чем больше думаешь о жизни, чем больше ты анализируешь окружающий мир, тем больше ты человеческий фактор, который возможен и положительный, и негативный. Ты его видишь и понимаешь. Но каким я есть, так, тем я являюсь. Я не из тех людей, которые вчерашним днем живут. Типа, я бы хотел быть этим, но почему-то не стал. Кем я есть, кем я стал, тем я и должен был быть. И советую вам то же самое делать. И не надо вчерашним днем жить. Бывает так, знаете, что вот я бы хотел бы, да, вот в себе что-то изменить. Хотел бы, допустим, что-нибудь в себе улучшить, да, а это от меня не зависит. И в общем, жизнь, которая во мне есть, это эксперимент. Вот надо мной окружающий мир ставит эксперимент. И чем это все закончится, это и есть то, чем мы и есть. Все вместе взятые. Знаете, вот эти вот штучки всякие разные. Пальчиком подкидываешь, они вот скачут, на них смотришь, как они упадут влево, вправо. Это вот мы и есть. Как можно рассчитывать на то существо, которое подкидывается? Как это делать-то вообще? Как можно ранить? Вот вы такие вещи задаете вот этому существу, который уже в полете. Это нереально. А это мы и есть. Мы сами не знаем, куда мы. Мы уже в полете. Мы уже подкинуты. Поездил я уже в своей жизни по разным странам. У меня есть два города самых любимейших. Это Санкт-Петербург и Нью-Йорк. Энергия, которая в этих городах есть, вот она одинаковая. А мы стремимся там, где наша энергия, там жить. Доктор Хаус. Я на него смотрю и вижу, что это я. Это очень важно, когда ты в творчестве с кем-то сходишься, и ты понимаешь, что человек похож на тебя, значит, я не такой-то уж потерянный. Значит, есть люди, которые так же думают, значит, есть люди, которые живут такой же жизнью. Значит, я такой не один. Значит, меня там могут понять. Но я страшный, и со мной люди не дерутся вот так вот. Мы в туре ездим, и получается так, что вот какие-то вдруг вопросы возникают. Я в это дело вписываюсь, и люди на меня смотрят. Все понятно, все хорошо. Это мне просто мне не удается это делать. А где? А драться зачем? Вот опять же, вот почему этот человек, который ваш соперник, подумал, что вас можно даже ударить? С какого вот так вот? Я ему ухо откушу. Да много их на самом деле. И Евгений Евсевнеев, и Олег Борисов. Да много так вот. Их много, но
взять кого-то, да, вот и сказать, вот это он лучший. Это так нельзя. И Олег Янковский, и Булгаков, а чем они хуже все? И Набоков, а чем они хуже друг от друга? Чем они могут отличаться? Да ничем. Наше понимание их, вот это вот, отличает их между собой. Тем, что как мы к ним относимся. А так-то они все хорошие. Все мы немножко как-то вот так вот догадываемся, в чем суть. Немножко, да, догадываемся. Каждый из нас видит попсу в себе, мы видим попсу в окружающем мире. Уничтожить ее сложно, бороться нужно. Ну что делать? Ну так. В кино бы я хотел сниться. У кого? Какого В мультике, режиссера? конечно, мне это не удастся сделать. В кино было бы интересно, конечно. Что-то такого темного, другой мир 5. У меня одна мысль. Мне нужно, чтобы ко мне люди подошли и сказали: вы знаете, я думаю так же, как и вы. И мне становится легче. Я не порабощаю никого-то. Я ищу больше единомышленников. Как порабощать? Зачем? Порабощенный человек – это человек не думающий. А я бы хотел бы дружить еще. Это же очень интересно. И единомышленников мне нужно к себе привлечь. И, наверное, тех людей, которые, возможно, были бы мне друзьями. Вот Сергей Александрович, мой друг, да, и единомышленник. Не понимаете, о чем речь? Есенин, я не понимаю. Он мой единомышленник и мой друг. Жаль, что мы через 100 лет общаемся. Он мне, а я ему. Жаль, что он не жив. А если бы мы были бы друзьями, возможно, бы это в его жизни не произошло. Ну, жалко. Ну, так есть, так есть. Последнее, что я вот в театре видел, это Геннадия Харзанова и Олега Басилашвили. Я удивился от того, что вот на кого идешь, не радуешься, а на кого не идешь, радуешься. То есть вообще жизнь красивая штука. Мы можем ошибаться, это здорово. Мы можем не рассчитывать на то, что рассчитывать нужно. И можем удивиться от того, что как это здорово, блин, то, что я хотел видеть, это не так, а так, это так. У нас, у людей есть возможность жить логически, и есть возможность жить эмоционально. И это здорово.